Здравствуйте, в эфире информационный выпуск новостей. В студии для вас работает Асан Абиблаев. Сегодня в нашем выпуске. В Стамбуле стартовал 23-й мировой энергетический конгресс. Сегодня прошел прием документов в Казанский инновационный университет имени Тимирязева. В Мирнинском сельском поселении Симферопольского района прошло межевание границ участков. Фестиваль крымско-татарской культуры Ичкин-Ахмелера. В Стамбуле стартовал 23-й мировой энергетический конгресс. На него съедутся представители 85 стран. Запланировано выступление президента Российской Федерации Владимира Путина. Также президент России проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Основные темы – дальнейшая нормализация отношений России и Турции, а также важные региональные и мировые проблемы. Этот визит Владимира Путина в Турцию первый после трагедии с военным самолетом, который был сбит в ноябре прошлого года военно-воздушными силами Турции. Сегодня стартовал прием документов в Казанский инновационный университет имени Тимирязева. 70 крымских государственных и муниципальных служащих подали документы, чтобы обучиться основам менеджмента. Подробности в сюжете. После воссоединения Крыма с Россией при поддержке президента Республики Татарстан Рустама Минниханова на базе Казанского инновационного университета запустили уникальную программу обучения крымских государственных и муниципальных служащих. Первый этап проекта завершился. В этом году 30 магистрантов завершили успешно образовательную программу. И по руководство Республики Крым обратилось к президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову с инициативой о продолжении проекта. Эта инициатива была поддержана, и сегодня мы начинаем реализацию второго этапа этого проекта. Будем осуществлять прием документов на обучение в магистратуре по направлению менеджмент государственной и муниципальной службы 50 представителей Республики Крым. В 2014 году для молодой республики этот проект был очень востребован. Была разработана уникальная образовательная программа, которая включала в себя помимо теоретических занятий привлечение реальных практиков. Например, руководителей министерств и ведомств Республики Татарстан, известных предпринимателей, промышленников, которые проводили занятия. Конечно же, это неоценимая помощь, неоценимый вклад в развитие Республики Крым, поскольку действительно кадровый потенциал, он обеспечивает будущее и социально-экономический рост, и обеспечивает также решение вопросов в области межнационального согласия. Поэтому, конечно же, вот та помощь, которая сегодня нам оказывается, она, безусловно, имеет огромное значение. И именно в связи с этим, вот в рамках продолжения вот тесного сотрудничества двух республик, и было предложено Республике Татарстан со стороны руководства Крыма продолжить этот проект. И мы, конечно же, очень благодарны, что этот проект работает. У нас сегодня есть реальная возможность подготовить вот за ближайшие 2 года еще около 50 специалистов. Я уверен, что те, которые, может быть, не пройдут по каким-то причинам отбор, обязательно будут включаться в определенный резерв, у них будет возможность попадать на новый поток. Мы будем делать для этого все. И, конечно же, я уверен, что те взаимоотношения между Республикой Крым, Республикой Татарстан будут только развиваться, вот не только в области образования. Мы знаем, что есть масса других проектов, которые осуществлялись. Ну и, конечно же, мы возлагаем большие надежды, что вот сегодняшний проект, он как минимум даст нам возможность подготовить несколько сот вот таких кадров, нужных для Крыма, нужных для России. Казанский инновационный университет входит в 5 лучших университетов Республики Татарстан. Сегодня желающих обучаться в одном из лучших вузов Татарстана – 70 человек. Однако из них такую возможность получат лишь 50 крымчан. Нариман Тарсинова, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет. В Мирнинском сельском поселении Симферопольского района прошло межевание границ участков. Напомним, что ранее 3390 граждан в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым получили земельные участки для индивидуального строительства. В этом году для Крыма свершилось знаковое событие. Проблемный вопрос с землей начал разрешаться. В 2014 году по распоряжению главы Республики Крым Сергея Аксенова была создана и начала свою работу земельная комиссия, возглавляемая Русланом Бальбеком. В комиссию также вошли представители профильных ведомств, министерств, общественность и депутаты разных уровней. И началась активная, прозрачная и созидательная работа по законному наделению граждан землей. Все процессы стали понятны и прозрачны. О высоком уровне доверия свидетельствует прозрачная электронная очередь. Участники так называемых
обозреваемых полян протеста поверили власти, и власть их не подвела. Очень большое событие, потому что мы стояли 9 лет, даже уже 10. И сегодня это, да, большое событие, особенно для нас, для молодой семьи, для интернациональной семьи, как, в принципе, весь многонациональный Крым. Хотелось бы поблагодарить от нашей маленькой интернациональной семьи главу правительства Аксенова Сергея Валерьевича и Бальбека Руслана Исмаиловича. И всех людей, всю их команду, которая занималась вот этим земельным вопросом, потому что для всех людей, кому дали участки, и весь вот этот процесс, это очень важно. Особенно вот для молодых. Нам есть к чему стремиться. Будем продолжать свою стройку и будет где жить. Впервые за много лет самый болезненный вопрос о земле нашел свое практическое, а самое главное – законное разрешение в рамках действующего российского законодательства. Первые 3390 граждан, которые получили земельные участки, действительно в них нуждались и имели для их получения законное основание. И этот процесс будет продолжен. В этом году произошло знаковое событие в том плане, что мы наконец-то после многих лет получили решение на участок земли. Сегодня мы собрались здесь. Второе радостное событие – это определение границ наших участков. Поэтому я хочу поблагодарить руководство нашей республики за их заботу, которую они проявили, и последовательность в их решениях. Имея свой земельный участок, мы наконец-то сможем начать свое жилищное строительство, обеспечить жильем себя, свою семью, своих детей. А это перспектива нашего будущего, себя и нашего народа. Напомним, что рабочая группа земельной комиссии объехала все массивы, входившие в перечень полян протеста, и лично убедились, насколько имеет отношение каждый гражданин к тому или иному земельному участку, а также проехали по всем объектам капитального строительства, изучили все объекты временных сооружений и провели ревизию внутри электронной базы данных. Власти Крыма отмечают, что комиссия при Совете министров Республики Крым продолжает работу по прозрачной и открытой системе взаимоотношений в земельных вопросах. Асан Абибулаев, Эдем Исмаилов, телеканал Милет. Государственным комитетом по межнациональным отношениям в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой Республики Крым о укреплении единства нации, запланированы проекты на приобретение жилья для реабилитированных граждан. Выделенные средства еще не освоил ни один регион нашей республики. Годовой объем средств запланирован в размере 234 миллионов. В сентябре Госкомнацем проведено финансирование 9 муниципальных образований на сумму 58 миллионов рублей. В октябре запланировано финансирование в объеме 142 миллионов рублей. Однако на сегодняшний день вызывает обеспокоенность вопрос освоения данных средств на уровне муниципальных образований, в связи с чем мы обращаемся к администрациям городов и районов Крыма по активизации работы, связанной с выполнением основных показателей государственной программы по данному направлению работы. Киевский районный суд Симферополя продлил арест подозреваемым в подготовке терактов на территории Крыма Евгению Панову и Андрею Захотею до 10 декабря. Киевский районный суд Симферополя арестовал подозреваемого в подготовке терактов в Крыму Евгения Панова сроком на 2 месяца 11 августа. 13 августа был арестован подозреваемый Андрей Захотей. Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении в Крыму терактов, подготовленных Главным управлением разведки Минобороны Украины против критически важных элементов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. По данным источников в правоохранительных органах Крыма, по делу о подготовке диверсии на полуострове были задержаны 7 человек. При этом украинские власти отвергают любые обвинения и называют это провокацией. Нынешняя власть Украины украла у народа 15 миллиардов долларов только в этом году, причем замешана в этом окружении президента Петра Порошенко и премьера Арсения Яценюка. Об этом на всеукраинском антикоррупционном форуме в Киеве заявил Валентин Наливайченко, в недавнем прошлом глава СБУ, а до того участник Евромайдана. Цитата: «Не может антикоррупционная деятельность происходить в стране, где окружение первого лица занимается бизнесом. Я авторитетно заявляю, что коррупцией поражено и президентское, и премьерское окружение, руководство Генпрокуратуры. Уже дошло до руководства Нацбанка Украины. Вдумайтесь в это. Воруя деньги, переводя их в офшоры, финансируют свою коррупционную деятельность», подчеркнул Наливайченко.
Шестой ежегодный межрегиональный фестиваль крымско-татарской культуры «Ичкин-Ахмеллеры» прошел в поселке Советское. Организаторами мероприятия выступил отдел межнациональных отношений. В фестивале приняли участие дети и взрослые из 12 районов нашей республики. Подробности знает София Шукурова. Ежегодный фестиваль «Ичкин-Ахмеллеры» собрал более 100 талантов из Белогорского, Кировского, Красногвардейского, Первомайского, Сакского районов, города Судак, Алушты, Феодосии и Старого Крыма. В рамках фестиваля «Ичкин-Ахмеллеры» участники исполнили крымско-татарские песни и танцы. Как отмечают организаторы, фестиваль «Ичкин-Ахмеллеры» проводится с целью сохранения и развития крымско-татарской культуры. Целью нашего мероприятия является сохранение культуры крымско-татарского народа, ее развитие, популяризация и обмен опытом, наработанным между муниципальными образованиями Республики Крым. Данный фестиваль у нас проводится уже в 6-й раз. С каждым годом у нас число участников увеличивается. Я планирую, что мы на следующий год уже будем выходить на уровень республиканского, чтобы можно было приглашать гостей из других субъектов федерации. 16-летний Ален Аптишаев из поселка Советское заворожил зрителей игрой на скрипке. А после исполнением национальных песен. Ален – студент музыкального училища имени Чайковского. Я занимаюсь на скрипке с 10 лет. Сначала родители отдали в школу музыкальную сестру, и я смотрел, как она играет, мне тоже захотелось, и я пошел по ее стопам. Надо прочувствовать произведение, войти в образ и жить этим произведением во время. Второй раз принимает участие в фестивале ансамбль «Хайтарма» из Старого Крыма. У нас в городе много талантливых, способных детей. Мы принимаем участие в фестивале, потому что нам нравится демонстрировать свое искусство. Пока жюри распределяло голоса, участники фестиваля, несмотря на завершение мероприятия, продолжали петь и танцевать, заряжая зрителей хорошим настроением. В завершении все артисты были награждены грамотами. София Шукурова, Рамазан Аливапов, телеканал «Миллет». В Ялте состоялся фестиваль, посвященный Дню армянской культуры. Мероприятие проводится с целью сохранения обычаев и традиций крымских армян. Подробности знает Мухаммед Зикиряев. На набережной Ялты состоялся фестиваль. Он уже традиционно проводится 3-й год для того, чтобы сохранить культуру, традиции и обычаи крымских армян. Организаторы уверены, что такой фестиваль будет способствовать популяризации и укреплению позитивного имиджа Республики Крым. Мы показываем сегодня наши танцы, обычаи. Приехали армяне практически с нашего федерального округа, южного, практически со всех городов. Приехало 4 ансамбля. Это ростовский, армавирский, наш крымский ансамбль. Значение какое? Только одно, чтобы мы знали лучше друг друга, крымчане, и не только. И люди, которые отдыхают сегодня на набережной, видели, приобщались, чтобы мы дружили друг с другом, могли показывать лучшие стороны свои, ходить друг к другу в гости, праздновать, радоваться, веселиться в сегодняшний прекрасный такой солнечный день на набережной города Ялты. Для всех гостей фестиваля была подготовлена увлекательная программа, в котором были показаны театрализованные представления, выступления артистов и творческих коллективов, отражающие быт и традиции армян. Для нас быть как бы в гуще событий, для нас это большая честь и наша национальная обязанность в этой многонациональном, в этом Крыму, чтобы представить свое искусство, свою историю. Руководитель ансамбля Арам Григорян отмечает, что российское государство проявляет должное внимание в развитии армянской культуры. Мероприятие проходит постоянно. Я думаю, сейчас российское государство проявляет должное внимание развитию культуры национальной, поэтому, можно сказать, каждый месяц проходят определенные мероприятия, но это мероприятие в данном случае приурочено именно к этому историческому явлению, как генуэзцы называли. И самое главное, что мы также такими мероприятиями в Крыму в межсезонье хотим развивать событийный
туризм, для привлечения к наш полуостров отдыхать. Во время всего фестиваля каждый мог посетить кулинарные мастер-классы и дегустации национальных блюд армянской кухни. Мухаммед Зикиряев, Абдулла Джосман, Ибраим Ганиев, телеканал Миллет. В Симферополе провели финал всероссийского соревнования класса А памяти консультанта сборной СССР Педро Саис Бенедикто. Это соревнование проводилось в 37-й раз. Призерами турнира стали боксеры из 8 регионов Российской Федерации. Подробности в нашем сюжете. Всероссийское соревнование по боксу проводилось в Симферополе с 5 по 8 октября. Более 100 спортсменов неустанно боролись за победу. В турнире приняли участие сильнейшие боксеры из Крыма, Москвы, Краснодарского края, Республики Дагестан, Самары, Чеченской Республики и других регионов России в возрасте от 18 лет. В организационном комитете отметили профессионализм каждого спортсмена. Сегодня в финальных боях, из 10 финальных боев, боксеры представлены 11 регионов России. Ну, естественно, крымчан много. Вот. Поэтому я думаю, что турнир удался. И более 10 победителей. И каждый боксер будет награжден медалью, дипломом. На соревновании Республики Крым представил Арсен Аблаев. Он впервые боксировал в весовой категории 64 килограмма и одержал победу. Молодой боксер уже провел более 150 поединков. По его словам, этот бой был одним из самых сложных. Эмоции только положительные. Я первый раз боксировал 64 килограмма. До этого я боксировал 60 килограмм. Как бы для меня это новое, но тяжело все равно. Больше уже масса, все такое. Ну, бой был тяжелый финальный. Ну, одержал победу. Соперник, да, хороший мальчик, финалист мира, он в Киеве был. Мастер спорта. Поддержать молодых спортсменов и понаблюдать за их работой приехал и олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Украины Александр Усик. Он отметил, что у боксеров большие способности, но над ними нужно усердно работать. Прокомментировал бой крымского татарина Арсена Аблаева. Неплохой парень, хорошее чувство дистанции, но надо работать. Ну, я видел его предыдущие бои. Молодец. Хороший турнир, но есть свои подводные течения, которые делают люди. Это плохо. За всеми боями зрители наблюдали неустанно и с большим интересом. В завершении турнира все победители были награждены медалями и кубками. Также получили звание мастера спорта. Алимек Айбулаева, Мухаммед Зикиряев, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет. На международной гоночной трассе Краймея-GP под Евпаторией состоялось яркое, динамичное и скоростное автособытие 2016 года. Финальный этап чемпионата гоночной серии Time Attack 2016 среди любителей и профессионалов. Time Attack 2016 является кольцевой гоночной серией и становится первой ступенью в автоспорте для многих пилотов. Задача участников – показать лучшее время круга за отведенную гоночную сессию. Организатор финального этапа чемпионата гоночной серии Time Attack 2016 Денис Зацарин подробнее рассказал о классификациях автомобилей. Машины делятся на классы, будет несколько классов. Это сделано с той целью, чтобы слабый автомобиль не соревновался с очень сильным. У нас на сегодняшнем мероприятии будет 3 класса. Первый – атмосферный и турбопро. Первый класс – это обычные городские машины с объемом до 3 литров. Атмосферный – это более модифицированные машины. И турбопро – сильно модифицированные машины с объемом более 3 литров, либо на профессиональных шинах. В мероприятии приняли участие около 50 спортсменов. Алексей Давхань в любительском спорте 2008 года. Он уже не раз занимал призовые места и в этом году решил попробовать свои силы в финальном этапе чемпионата гоночной серии. Получаю удовольствие, конечно, желательно занимать призовые места, но как получится. Организатор финального этапа чемпионата гоночной серии Time Attack 2016 Станислав Арханов поделился планами на будущий год. Планируем тоже самая серия, значит, Time Attack, она будет из 6 этапов. И сейчас мы разговариваем с руководством трассы, общаемся. Руководство трассы нам пообещало заасфальтировать прилично большой участок, положить асфальт. И, возможно, в следующем году будет в Крыму первый этап дрифта на более-менее профессиональном уровне. Вот. Если все получится, будут участники из Крыма, Краснодара, Сочи, возможно, даже из Москвы. Победители получили ценные призы и подарки от спонсоров. Султани Меджид, Энвер Румшевич, телеканал Миллет.
В Бахчисарае на стадионе «Дружба» состоялся очередной матч Кубка Крымского футбольного союза, в котором встретились команды «Кызылташ» и «Источная». Итоги матча смотрите в нашем сюжете. Футбольная команда «Кызылташ» и красноперекопская футбольная команда «Источная» встретились на поле впервые. Игра оказалась сложной. Первый матч завершился со счетом 0-0. Тренер «Кызылташа» Февзия Бубекиров рассказал, что игроки усердно готовились к матчу. После первого тайма счет 0-0, поэтому нам тяжело. Очень тяжело дается игра. Ну, по чемпионату могу сказать, мы идем на 5-м месте. Сыграли 4 тура, выиграли 3 игры, 1 проиграли. Во втором матче футбольной команде «Источная» удалось забить 2 гола. Президент футбольной команды «Источная» Анатолий Хоменко отметил, что команда «Кызылташ» серьезный соперник. Играем с командой «Кызылташ». Команда очень хорошая, интересная, тяжелая. Команда хорошая, но удача на нашей стороне. У них были моменты, футбол еще должно быть немножко везения еще. Болельщики – это 12-й игрок команды, поэтому любители футбола пришли поддержать и поболеть за футболистов. Мы не выиграли, но у нас еще есть время, мы должны работать. Каждый игрок в отдельности играет очень хорошо, но нет командной игры. Капитан команды «Кызылташ» Халил Харидинов подчеркнул, игрокам команды еще есть над чем поработать. И он уверен, что в следующей игре «Кызылташ» покажет свой максимальный уровень. Играли как могли, какие-то моменты просто не смогли реализовать. Ну, есть над чем работать. Ну, я думаю, будем работать. Надо выигрывать, радовать болельщиков и руководство команды. Игра завершилась со счетом 2-0 в пользу команды «Источная». Султания Ситакаева, Эдем Исмаилов, телеканал «Миллет». А на этом наш выпуск подошел к концу. Это все новости на этот час. До новых встреч в эфире.